В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и Алексей Соколов. Здравствуйте. Новые кадровые назначения в правительстве Якутии. Айсен Николаев подписал ряд указов. По факту пожара в Нерюнгринском районе возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что это был поджог. Внимание, гололед. Число людей, обратившихся в травмпункт Якутска, растет. История чудесного спасения. Репортаж о том, как искали спасение люди в Анабарской тундре в течение 6 дней. И еще история со счастливым концом. Собака Маламут Рута из Мирного после реабилитации начала самостоятельно передвигаться. Безопасность в школах Ленска. Эхо трагедии в Керчи привело наших коллег в образовательные учреждения. Сегодня Айсен Николаев вместе с Кабинетом министров обсудил вопросы развития города Якутска. В своем выступлении министр экономики Якутии Майя Данилова отметила, что по итогам прошлого года в Якутске наблюдается положительная динамика демографических показателей. Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств, это частные инвестиции, составили 67 тысяч рублей на одного горожанина. Как отметил руководитель министерства, с руководством столицы необходимо рассмотреть те качественные индикаторы, которые могли бы фиксировать степени достижения реализации самого указа, чтобы определить явные показатели роста продолжительной динамики. Для этого на сегодня в программе развития столицы и региона выделены средства, благодаря которым строятся новые объекты. Так, сегодня рассматривается вопрос строительства Центра адаптивной физической культуры и спорта. И сегодня же Айсен Николаев подписал новые кадровые указы. Так, руководителем департамента по государственно-правовым вопросам администрации главы правительства республики назначена Ольга Романова. Председателем Государственного комитета по ценовой политике Якутии назначена Антонина Винокурова. Сразу 3 новых министра информационных технологий, экономики и предпринимательства встретились сегодня, чтобы обсудить бизнес-климат Якутии. Это первая встреча примечательна тем, что проходила она в формате круглого стола без галстуков. Также были приглашены эксперты агентства стратегических инициатив и предприниматели. Разговор велся о 3 вопросах: в так называемом плане быстрых побед, координационном совете при главе республики и единой концепции освещения государственных услуг бизнесу. Сегодня, скажем так, первая встреча с министрами без галстуков, да, хотя наши 2 министра, экономики и предприниматели принципиально галстук не носят, да? Но тем не менее, мы встречаемся с представителями малого и среднего бизнеса, с экспертами в части обсуждения проекта плана быстрых побед по повышению инвестиционной привлекательности. Я специально пытаюсь уходить от национального рейтинга, потому что наша цель все-таки не обеспечить какое-то место в национальном рейтинге, наша цель создать благоприятный инвестиционный климат республики. Налоговая служба республики передала в суд больше 28 тысяч заявлений о взыскании задолженности по налогам на имущество. А сегодня налоговики вместе с судебными приставами провели рейд по взысканию. Почему якутяне уклоняются от уплаты налогов и с чем сталкиваются инспекторы при объезде квартир должников, расскажет Дмитрий Тымыров. Раннее утро, на часах 8. Инспектор налоговой службы и судебный пристав-исполнитель делают объезд квартир должников. Первый адрес: Аюнского, 41/1. Федеральная служба судебных приставов. Здесь хозяина квартиры участники рейда не застали дома. В квартире живет брат должника. Судебный пристав-исполнитель передал ему расписку, чтобы должник подошел к судебным приставам и оплатил задолженность. По второму адресу Кирова, 31, на домофон никто не ответил, и мы последовали в следующий адрес: Халтурина, 10. Здесь мы хозяина квартиры тоже не застали дома. Он, как оказалось, сдает его в аренду. Квартиросъемщица не знала, что у арендодателя имеется задолженность. Вот мы снимали вот эту квартиру за 10 тысяч в месяц. Мы не знали, что у них долг, они нам ничего не говорили. И вот все, мы уже ищем другую квартиру уже. Зачем нам такие проблемы? Я не знала, честно. Вот неделя. Мы еще договор не составляли. Это хорошо, еще мы договор не составляли.
Но все равно ареста имущества хозяин квартиры не избежал. Участники рейда выписали расписку и передали его квартиросъемщице. Сегодня в рамках рейда Федеральной налоговой службы номер 5 мы установили квартиру должника. И на данный момент мы арестовываем холодильник на основании выданного исполнительным документом, которого являлся судебный приказ. И исполнительное производство возбуждено 23 октября 2017 года. Всего за это утро участники рейда посетили 5 квартир. В рамках рейда было установлено 2 должника, по одному которым описано имущество, то есть составлен акт описи ареста. По второму вручена повестка для того, чтобы должник подошел в отдел судебных приставов и ознакомился с ходом исполнительного производства. Инспекторы налоговой службы просят не уклоняться от уплаты налогов на движимое имущество, ведь этим самым вы делаете плохо только себе. В первую очередь мы направляем требования об уплате налогоплательщикам. Согласно требованиям, налогоплательщикам дается 45 дней для добровольной оплаты задолженности. После этого уже начинается взыскание в судебном порядке. Мы направляем заявление в суд. После того, как суд выносит судебные акты, мы направляем их в службу судебных приставов для дальнейшего взыскания. Напоминаем, что 1 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов физических лиц, таких как транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. Налоговые инспекторы отмечают, что только за этот год было направлено 78 тысяч требований об уплате налога на общую сумму 147 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. В Нюрнбергском районе возбуждено новое уголовное дело по факту пожара, произошедшего в поселке Серебряный Бор. Напомним, 26 мая этого года в доме совершили умышленный поджог. Огнем были частично повреждены кровля и стены, деревянные перекрытия, потолки и обшивка стен. С начала года в поселке стали гореть расселенные деревянные дома. Огнеборцы почти каждый день выезжали в поселок. Администрации поселка Серебряный Бор причинен материальный ущерб на сумму 8 миллионов 716 тысяч рублей. Сегодня возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование находится на контроле прокуратуры города. Занимается следственный отдел по МВД по Нюрнбергскому району. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц виновных, принимаются меры для их установления. Также будет проведена проверка по повреждению новостройки, находящейся рядом с сгоревшим домом. По фактам пожаров, произошедших в августе месяце, также проводится сейчас проверка ОНД МЧС по Нюрнбергскому району. Ожидается получение экспертизы. А в Якутске пожарные отработали на учениях по возможному возгоранию в детском саду. Согласно легенде, на 2-м этаже детского сада «Кораблик» произошел пожар. Горит помещение площадью 30 квадратных метров. За ходом учений наблюдала и наша съемочная группа. Построились быстренько. 34 сотрудникам детского сада необходимо быстро эвакуировать 136 малышей в безопасное место и спастись самим. Пункт эвакуации – соседние здания, общежитие по улице Северная, 6 и 10. Действие наших воспитателей заключалось в том, что мы детей должны были быстро одеть, построить друг за другом в линию и вывести на безопасное расстояние от здания. Мы за 3 минуты справились с нашей поставленной задачей. Наш куратор очень похвалил. Аппараты проверяем. Наша задача – 3-й этаж эвакуации. Командир 2-го отделения обнаружил очаг и передал оперативному дежурному всю необходимую информацию. Важная задача – подавать ствол на защиту этажа выше очага возгорания, чтобы огонь не пошел вверх. В таких зданиях очень большое количество детей, сильное задымление. Наша задача была составить звенья ВГДЗС, то есть в аппаратах дыхательных защитных произвести полное обследование, не осталось ли людей. Ну и непосредственно приступить к тушению. Учения проводились согласно гарнизонных мероприятий по тушению дошкольных учреждений. В них задействовали 2 отделения, 8 единиц техники и 44 человека личного состава. Все было сделано согласно приказам, методическим рекомендациям. Ну и задействованные силы также прибыли вовремя. Работники учреждения, это
этого детского садика полностью отработали по нормативам, даже быстрее все это произошло. Данные учения прошли успешно. Итак, пожар ликвидирован. Дети снова возвращаются в свой детский сад. Они в безопасности. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск. В травмпункты Якутска все чаще обращаются пострадавшие горожане. В республиканской больнице номер 2 озвучили статистику. Насколько увеличилось количество обращений и с какими травмами в это время года обращаются чаще, расскажет Саргалана Федорова. Уже несколько дней в Якутске царствует гололед. Он стал серьезным препятствием, особенно для пожилых людей. Елена Готовцева в прошлую пятницу оказалась в больнице по вине скользкого тротуара. Упала и сломала руку. Ей сделали операцию. Прошла успешно. К концу недели Елена готовится выписаться. Просто как-то слетела и упала. Вот так подбрасывает иногда человека как-то. Уколы, таблетки. Еще это повязка, перевязку делаю и на ремне хожу. Иногда 2 раза в день. И все нормально, сплю хорошо. В учреждение за сутки обращается в среднем 20 человек с переломами и травмами. Из них госпитализируют порядка 6-7 человек. Среди наиболее характерных травм, с которыми горожане обращаются к врачам, перелом конечностей. Человек, когда падает на руку, ломает себе выше лучезапястного сустава, лучевую кость, в типичном месте называется, лодыжки ломают, на ногах, нижней конечности, связки разрывают. Есть специальные средства, наверное, которые продаются в аптеках, в магазинчиках. Надо их приобретать и пользоваться этими когтями, как они называются, да? Одеть на обувь и ходить спокойно. У пожилых людей диагностируют наиболее серьезные травмы – переломы позвоночника, бедра. Врачи стараются оперировать больных как можно быстрее. Доктора выполняют до 10 операций в сутки. Чаще всего ломается лучевая кость. У молодых это переломы нижнего отдела голени, лодыжки ломаются. Надо уметь правильно падать, но не каждый это сумеет. Поэтому нужно просто с осторожностью передвигаться. Погодные условия в столице остаются сложными. На этой неделе вновь ожидаются осадки, перепады температуры воздуха. Не все тротуары посыпаны песком, поэтому пешеходам следует сохранять особую бдительность, передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. История чудесного спасения. Репортаж о том, как искали спасение люди в Анабарской тундре в течение 6 дней. И еще одна история со счастливым концом. Собака Маламут Рута из Мирного после реабилитации начала самостоятельно передвигаться. Безопасность в школах Ленска. Эхо трагедии в Керчи привело наших коллег в образовательные учреждения. В Якутске открыли уникальную выставку, посвященную 25-летию арт-галереи «Ургел». В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. 6 дней по бескрайней тундре. О чудесном спасении 3 человек в Анабарском Улусе сегодня говорят не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Отец и дочка Туприны, а также друг семьи Федот Спиридонов пропали 6 дней назад. Вся республика ждала и надеялась на то, что всех найдут живыми и здоровыми. В среду вечером пришло радостное сообщение. Людей нашли, все живы. История со счастливым концом в репортаже Саргаланы Захаровой. Близняшки Каскеляна и Карячана Туприны покорили пользователей соцсетей своей улыбкой и естественностью. Звонкие голоса звучат как один. Увидев фотографию потерявшихся людей, якутяне сразу признали в них всеобщих любимец. 18 октября Карячана с отцом Олегом Туприным и другом семьи Федотом Свиридоновым выехали на 2 буранах из Сосклаха в Вюрюнгхая. Путь не близкий – 160 километров. Но Олег Туприн – опытный охотник, местность знает хорошо. До пункта назначения планировали добраться на следующий день, однако в селе их так и не дождались.
Родственники забили тревогу. В районной администрации в срочном порядке собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Организовали поисковые группы. До вечера обнаружить людей не удалось. Поиски отложили до утра. На следующий день подняли в воздух вертолет. Параллельно искали наземным транспортом. Однако ни с воздуха, ни по земле поиски результатов не дали. – 22 октября о пропаже узнает вся республика. Якутия-24 первая сообщает о поисковых работах в Анабарском Улусе. К тому времени люди находятся в бескрайней тундре уже 4-й день. Температура воздуха опускается ниже 10 градусов мороза. К счастью, на пути возникает спасительная сторожка. На следующий день в мессенджерах появляется множество противоречивых сообщений. По одной версии люди вышли к стаду, по другой провалились под лед. Ни одна из них не подтвердилась, но появилась надежда. На снегу обнаружились следы буранов. Шестой день поисков. Группы идут по следу. Вечером в 18:45 в администрации Урюнгхая раздается телефонный звонок. Нашли. 3 пропавших живы и здоровы. Они ждали помощи в охотничьей избушке в 90 километрах от Саскалаха. Нашли в балке, у них сломался буран, и поэтому они сидели в балке. Чуть-чуть сбили с пути, и поэтому их не могли долго найти. Тем же вечером со своими спасителями Карачайна и Олег Туприны Федот Спиридонов направились в Саскалах. Там к тому времени уже находились Каскеляна и ее мама. Сейчас спасенные находятся в Урюнгхая. На днях девушки прилетят в Якутск. Спешат. На носу престижный конкурс «Юрдель». Сестры Туприны выступят на нем 4 ноября. Все плохое позади. И даже неделя морозной тундры не смогла погасить огонек в глазах храбрых Каскеляны и Карачайны. Саргалана Захарова, Анабарский Улус. Компания «Восток Инжиниринг» и администрация Анабарского Улуса подписали документ по освоению и транспортировке руды Тамторского редкометального месторождения. Соглашение предусматривает содействие развитию торгово-экономических связей и оказание благотворительной помощи. Руду планируют возить по Зимнику из Оленёкского района в Красноярский край с 2023 года, в том числе по Северному морскому пути и железной дороге до конечной точки. Планируется, что он пройдет с использованием имеющихся дорог компании «Алмаза Анабара». Представители компании также отметили, что тамторская руда безопасна. Ее перевозка возможна автомобильным транспортом без специального оборудования, а также на обычных пассажирских авиарейсах. На базе медицинского колледжа в Якутске открылся симуляционный лабораторный центр. Это облегчит студентам поиск и прохождение производственной практики. Подробности в материале Анастасии Даниловой. Лекарственное сырье в различных стеклянных банках, флаконы, пробирки, мерные колбы. В медицинском колледже впервые за 84 года существования отделения «Фармация» открылся лабораторный кабинет. Теперь производственную практику обучающийся может пройти, не выходя из стен образовательного учреждения. Новый лабораторный центр делится на 3 подразделения, которые помогут практиканту в освоении своей профессии в обстановке, приближенной к реальной аптеке. Это симуляционная аптека, где у нас есть приемка товара, отдел приемки товара, где есть склад лекарственных препаратов и где у нас есть торговый зал. Также есть у нас лаборатория технологий изготовления лекарств, также контроль качества лекарственных средств лаборатория и также лаборатория по прикладной фармакологии, где изучаются лекарственные препараты. Для студентов это новый шаг в их развитии и росте как будущих специалистов. Выпускники прошлых лет могли об этом только мечтать. Мы проходили практику уже в вузах, сами искали аптеки и проходили там практику. Считай, месяц там учились, бесплатно, как сказать, в аптеке работали. Ну, раньше такого не было, чуть-чуть завидно. Хотелось бы еще раз учиться здесь заново, можно так сказать. Отделение фармации выпустило всего 1377 специалистов, которые трудоустраиваются и успешно работают во всех районах республики. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. Главной новостью прошлой недели стала трагедия в Керчи. Там, в политехническом колледже, 18-летний студент устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу. Сейчас следствие разбирается, как такое могло произойти, но ситуация уже поставила вопрос, а так ли безопасно в учебных заведениях Алмазного региона, выясняла Олеся Васева.
Изящные ограждения ленских школ появились не для красоты. Летними каникулами там воспользовались, чтобы выполнить все предписания по антитеррористической защищенности объектов. В короткие сроки у каждой школы возвели надежный забор. Посторонние на территорию не проходили, потому что раньше здесь как проходной двор. То есть ходили через территорию, работу и так далее и тому подобное. Теперь все обходят. Ограждение – не единственная мера безопасности. С начала учебного года в школах установили и подключили металлоискатели. Сотрудников постоянно обучают алгоритму действий в случае ЧП. В учреждениях профобразования меры еще серьезнее. Первое, с чем сталкивается студент, заходя в Мирнинский региональный технический колледж, это пропускной пункт с сотрудником и турникетом. Эта система сонда, она работает по принципу идентификации отпечатков пальцев. Значит, чужие люди к нам доступа не имеют. А еще система видеонаблюдения и сигнализации. Всего этого нет в Ленском технологическом техникуме. Его сотрудники давно ждут строительства нового здания. В этом даже турникет поставить негде. За порядком следят ответственные дежурные из числа преподавателей и мастеров групп. Сами студенты беззащитными себя не чувствуют. Бояться надо не отсутствия хорошего забора. Интернет, жестокость, убийства. Можно везде это все посмотреть. Это влияет очень сильно на психику. И после этого люди, в голове у них начинаются какие-то отклонения. От них не защитят ни инструктажи с правоохранительными органами, ни уроки безопасности жизнедеятельности. Педагоги говорят, нужно копать глубже. Самое главное – это даже не то, как защищен сам объект, а самое главное – это все-таки работа с самими студентами и работа с родителями. Вот особенно с родителями нужно работу, конечно, проводить очень ответственно. Безопасность – понятие относительное, уверены в образовательных учреждениях. Никогда нельзя исключать человеческий фактор. Время – не возводить заборы, а быть внимательным к окружающим. Олеся Васева, Августа Степанова, Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Уникальную выставку, посвященную 25-летию арт-галереи «Ургель», развернули в Якутске. В экспозиции представлены произведения всех художников, чьи персональные выставки прошли в галерее за годы ее работы. За 25 лет в стенах арт-галереи было организовано 83 персональные выставки. Экспонировались картины Афанасия Мунхалова, наброски Валериана Васильева, графика академика Афанасия Осипова и многих других мэтров изобразительного искусства Азии. В последние годы активно выставляют свои работы и молодые художники. Галерея выпустила десятки каталогов, альбомов по творчеству якутских художников. Маламут Рута из Мирного, на лечение которой неравнодушные жители Якутии собрали более 160 тысяч рублей, на 8-й месяц после реабилитации начала самостоятельно передвигаться. Новосибирская ветеринарная клиника, где Рута находится под присмотром специалистов, уже больше полугода приобрела специальную обувь. Собаку с обмороженными лапками нашли на трассе зимой этого года. Степень обморожения была настолько серьезной, что ей пришлось ампутировать конечности. Волонтеры из Мирного первые полгода оплачивали ее лечение, но средства закончились. Отметим, что сейчас все лечение и уход за питомцем лежит на плечах специалистов клиники. В Якутске наградили победителей чемпионата «Обилимпикс». Конкурсанты, это более 80 студентов и школьников, соревновались по 15 направлениям, таких как кондитерское дело, массажист, веб-дизайн, резьба по дереву, фотограф-репортер и многие другие. Рассказывает Марьяна Кутукова. Девятиклассник Юра занял 2-е место в компетенции резьба по дереву. Своим хобби вот уже 4 года он занимается в школе, в республиканской коррекционной школе-интернат для неслышащих. Призовое место в чемпионате «Обилимпикс» для Юры награда не первая, но не менее ценная. Конкурс прошел очень успешно, надо сказать. И ребята, конечно, очень волновались, готовились. Впервые участвовали, это очень отрадно. Это вдохновляет. И дети наши очень успешно участвовали, и этим очень довольны. И в будущем тоже мы планируем участвовать в таких конкурсах.
В чемпионате Обилимпикс школьники участвовали впервые. Специально для них в этом году разработали 5 новых компетенций. Резьба по дереву, вязание крючком, бисероплетение, фотограф-репортер и мультимедийная журналистика. По остальным 10 направлениям, как кондитерское дело, веб-дизайн, предпринимательство и так далее, соревновались уже студенты. Но я верила в себя, но не думала, что я займу первое место. Это для нас опыт, большой опыт. Я счастлива, что выиграла. Я даже не особо ожидала, что я выиграю первое место, займу. Да. Просто полная эмоций, яркие впечатления просто. Цели и задачи чемпионата Обилимпикс – это мотивация, профориентация и помощь в трудоустройстве. Соревнования востребованы. Это доказывают итоги 2 предыдущих чемпионатов в республике. 3-й раз у нас в республике проходит отборочный этап. Конечно, уже притягивает внимание. Вы видите, что увеличивается массовость. Если на первом чемпионате у нас было всего 23 участника, в прошлом году было 47 участников, сейчас уже 87 участников. Да? И это показывает, что действительно интерес есть, а значит есть результативность. Победители отборочного этапа определили по 15 компетенциям. Им вручили медали, кубки и дипломы, а также спонсорские призы. Уже через месяц лучшие будут отстаивать честь Якутии в Москве в финале национального чемпионата Обилимпикс. Марьяна Кутукова, Григорий Охлопков, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!